Ингуши – древнейший народ Кавказа. Сами они себя называют галгай. Страбон, античный историк и географ Римской Греции, родился в I веке до нашей эры и умер в 20-х годах нашей эры. В своем труде «География» он пишет: «В горах над Албанией живут амазонки». Теофан, участвовавший в походе с Помпеем и посетивший албанцев, рассказывает, что между амазонками и албанцами живут скифские племена гелов и легов. Там течет река Мирмадалий посередине между скифами и амазонками. Река Мирмадалий в наше время более известна как река Терек. Далее Страбон пишет: по уверению других, к числу которых принадлежат скипсиец Митродор и Гипсикрат, и которые были равно сведущи относительно этих стран, амазонки живут на границе с горгореями на северных склонах Кавказских гор, называемых Киравниями. Как видим, Страбон называет народа, которые жили по соседству с амазонками, гелами или гаргарами, или же утверждает, что и те, и другие существовали. Некоторые ученые относили амазонок к черкесам. О гаргарах мало известно. Гай Плиний II также локализует гаргаров на Северном Кавказе. Некоторые ученые, такие как Услар, Миллер, Яковлев, Крупнов, Ельницкий, Дьяконов и Гимракели, считали, что гаргарий – более ранний ингушский этноним. Слово «гаргар» или «гергар» сохранилось в ингушском и чеченском языке и переводится как «родственный». Эти племена обозначены на карте, иллюстрирующей Восток в 400 году нашей эры. Карта издана в Амстердаме в начале XVIII века. На другой, более ранней карты они обозначены уже как гелы или гаргары. Как видим, западные картографы локализуют гелов в разных местах. Сам Страбон локализует гелов на северных склонах Кавказских гор в окрестности реки Терека. В старых грузинских источниках этот народ известен как глигвы и также дзурдзуки. Сравним описание Страбона с тем, что писал Леонтий Мравели в сборнике «Жизнь картлийских царей» в XI веке. Кавказ. Красивый, суровый, загадочный. Названный именем Кавказа, предка ингушей. Одного из 8 сыновей легендарного Таргамаса, праотца всех кавказцев. В незапамятные времена вместе с братом Леком они первые поселятся на пустовавшей до самой Волги земле. Кавказ от реки Терека до пределов Кавказа, а Лек от реки Терек до моря Каспийского. В то время как остальные 6 братьев останутся жить в Закавказье. Башенный комплекс Таргем на ингушском Таргам. Эта местность в горах Ингушетии носит название имя того самого легендарного Таргамаса. Вахтанг VI. Царь Картли в начале XVIII века. Писатель и законодатель. В документах Вахтанга VI этноним Дзурдзуки используется для обозначения глигвов и кистов одновременно. Его сын Вахушти, грузинский царевич, историк и географ, в своем труде «Описание грузинского царства» пишет следующее. Дзурдзукети состоит из Дзурдзуки, Кистети и Глигви. А Кистети, покончив с западной частью Кавказа, теперь мы переходим к странам, лежащим к востоку от Хеви. В конце Хеви, где Арагва или Ламеки выходят на равнину, в эту Арагву впадает высшее от селения Хитадзы Кистинская и Дзурдзукская речка, которая истекает из гор Дзурдзуки и Пшавахи в Суретии и течет по направлению от юга к северу. У впадения ее в Ламеки находится Джарехи, огромная скала, которая огораживает большую долину. Скала эта с наружной стороны утесиста, и потому место это чрезвычайно замкнуто. Тут имеется большая башня, обведенная, подобно крепости, стеною. И на этой речке, в ущелье, выше от Джарехи, находится страна Кистети с селениями и строениями. От Дзурдзуки, южнее этого, выше Кистети, находятся Дзурдзуки с постройками, селениями и башнями. Эти ущелья граничат с Востоко-Кавказом, лежащим между Кисте-Дзурдзуки и Глигвом, с юго-Кавказом, растянувшимся между Пшавахи в Суретии и Дзурдзуки,
с запада – Кавказом, лежащим между Кистадзурдзуки и Хеви, и с севера – горою между Черкесией и Кистетией. Из Кистетии и Дзурдзуки переходят дороги в Хеви, Пшавахи в Суритю, Глигви и Черкесию. О Глигве. К востоку от Кистадзурдзуки лежит Глигвети, называемая так или по имени Глига, внука Дзурдзука, или по оголенности самой страны. Глигвская речка, истекая из межгорья Пшавского и Глигвского и протекая по направлению от юга к северу, впадает в речку Аса, а потом изливается в Барагнист-Скали. На этой речке находится Ангушти. Большое селение. Ущелье это со зданиями и селениями. Глигви граничит с востока – горою Глигвскою, с севера – горою, лежащую между Черкесией и Глигвом, с юга – Кавказом, лежащим между Пшавом и Глигвом, с запада – горою, лежащую между Глигвом и Дзурдзуки. Жители Ангушта похожи на черкесов, и они, по вере магометане, суннитского толка. К востоку от Глигва есть ущелье, речка которого истекает из межгорья Глигвского и Панкийского, течет от юга к северу и изливается в Глигвист-Скали, а потом последнее впадает в Барагнист-Скали. И это ущелье тоже со зданиями и селениями. Ущелье это граничит с востока – Кавказом, за которым Панкиси, с севера – Черкизисмта, с запада – горою, за которую Глигви. Все эти ущелья описаны нами, вначале составляли Дзурдзукетию. Эти ущелья весьма замкнуты и недоступны для вторжения врага по причине здешних гор, скал, теснин и рек. Вахушти также дважды упоминает Чечню при описании Тушетии и располагает ее на стыке Сунжи и Терека рядом с Аварией. Карта 1745 года, составленная самим Вахушти, вышла в виде атласа в Санкт-Петербурге при Академии наук и снабжена переводом на русский. На ней Вахушти разместил территориально каждый из народов, о которых писал. Мы видим те три названия народа Дзурдзукети, в наше время более известны, как ингуши и галгаи. Не подлежит сомнению, что термин «галгай» древнее термина «дзурдзуки», так как в ингушских преданиях и нардских сказаниях именно выходцы из Галгая колонизовали это пространство к западу от них с незапамятных времен, и основатели всех фамилий к западу от Галгая вышли именно оттуда. Имя Дзурдзуки за ними закрепилось после того, как они помогли первому царю Грузии Фарнавазу в борьбе за грузинский престол. В награду за это они получили земли к западу от Галгая до Сванетии, согласно древнегрузинским хроникам. Ингушское предание гласит, что Галга, тот же Глига у Вахушти, также является потомком Кавказа и сыном легендарного Га, который в чеченском предании фигурирует как отец Галга, Акко и Шато. С древних времен упоминаемый Гал или Гел являлся божеством солнца и неба. В мифологии других народов Северного Кавказа, адыгов, балкарцев и карачаевцев, также существовали божества-покровители воинов или плодородия, которые имели созвучные Гал имена. Многие ученые сходятся в том, что Гелы является древним этнонимом галгаев, а Леги – древний этноним лезгин. Ингуши, как мы знаем, являются потомками Кавказа. И теперь получается, что его потомство с 1 века до нашей эры именовалось этнонимом Галгай. В качестве дополнения к данной теме это что гелы у древних греков прозваны в честь греческого бога солнца Гелия, или Гелиос, так как он являлся по некоторым греческим сведениям их кумиром, как, например, кумир скифов был Арес. По свидетельству Идриса Базоркина, ингуши в языческий период, обращаясь к солнцу с просьбой о снисхождении, произносили «Гелой». Таким образом, есть основания полагать, что компонент Гал в этнониме Галгай относится к божеству Гал, или же к слову Гала, что переводится с ингушского как «башня» или «крепость». А второй компонент Гай, по всей вероятности, относится к предку Га. Страна Галгай на грузинском Глигве или Дзурдзуки обозначена на многих старых картах XVII и XVIII века.
Следующие отрывки взяты из книги немецкого путешественника и полиглота Юлиуса Генриха фон Клапрота «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 годах». Книга издана в Берлине в 1812 году. Если мы допускаем, что леги являются народом, ныне известным на Кавказе под именем лезгин, и признаем гелы в ингушском племени Галгай, проживающем на реке Аса или Шалхир, впадающей в Сунжу, то Мирмадалис не может быть ничем иным, как Тереком или Сунжей. Следующие цитаты из изданий 1814 года того же автора. Страна ингушей Галга, Кист-Гликва, простирается на юго-восток. Здесь насчитывается 36 сел. Страна Галга на грузинском Глигвы. У Страбона и Занара ингуши, которые себя называют Галга, известны под именами Гелай или Гилай. Иоанн Занара тоже являлся автором известной хроники и византийским историком XII века. В переводе труда Клапрота на французском, издано в Париже в 1823 году, также читаем, что гелы Страбона и другого древнегреческого писателя Плутарха – это ингушское племя Галгай. Карл Генрих Эмиль Кох в своем труде «Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку» в 1836, 37 и в 38 году пишет: «Лезги и гелы смотрятся как первоначальные народы, и они, без сомнения, были родственны друг с другом». Страбон говорит в своем замечательном географическом труде, что на севере между албанцами, населением современной Кахетии и Ширвана, и амазонками, тюркскими народами, женщины, которые прежде отличались воинственным мужеством и храбростью и сами вели в сражения воинов. В горах жили гелы и леги. Гелы сохранились до сегодняшнего дня, как Галгай или Халха, а на легов отчетливо показывают лезги. Эти два народа еще до сегодняшнего образуют два главных племени и населяют гелы западную, лезги напротив, среднюю часть Дагестана. Выше названные грузинские племена Хивсур, Шавов и Тушин изначально проникли часть из южных склонов Кавказского хребта. Обратимся теперь к трем уже названным городам. И начнем с гелов, которые простираются к северу до Малой Кабарды и Терека, к югу почти до самого главного Кавказского хребта, к западу также до Малой Кабарды и Терека, и к востоку до Кумыков и водораздела, слияния рек Аргун и Такара. На юге они многократно смешались с татарами, и в прежние времена существовали, особенно на Сунже, мощные империи с незначительными городами. В Чечне, в большом селении на Аргуне, в прошлом веке объявился предводитель и поработил все племена равнинных областей. По главной местности всех его подданных русские покрыли именем чечен или чеченцы, имя, которое неправомерно принято многими другими народами. Гюльденштедт использует для гелов название кисты, но оно подходит только для одного племени. Народы, живущие вокруг, называют их мисджиги. В верхних долинах Асы живет настоящее племя гелов, которые еще и сегодня называются Галгай. Оно разделяется на три братства – Галгай, Галашка и Дубан. Западнее Галгай, на западных склонах и долинах водораздела Сунжи и Терека живут ингуши, которых я отмечал уже при описании Владикавказа. Они занимают преимущественно долину Кумбалея и верхние части Сунжи и состоят из трех братств. Назрань, Ангушт и Шалха, которые полностью уже подчинились России. Долина Макал принадлежала раньше им, но сейчас частично заселена осами и подчинена тагаурским князьям. Другие кисты живут восточнее Галгай, в верхних долинах Большого и Малого Аргуна и образуют многие братства, среди которых я знаю Адхи, Мести, Миредши, Митхо, Акхо и Шубузы. Что же касается гелов, смешавшихся с татарами, которые зовут себя мычкизами и которых я для краткости хочу назвать чеченными, то они образовали ранее множество братаний, которые сохранились частично и позже. Те, что на Сунже, полностью покорились и носят имя мирных. Представляется интересная карта, составлена американским картографом Йосифом Колтоном, издана в Нью-Йорке в 1856 году. Автор использует древнее название Страбона и называет территорию ингушей и чеченцев одним общим названием – Гелия. Журнал Министерства народного просвещения. Часть 52. Санкт-Петербург. 1846 год. Гелы – теперешние кисты. Племени Галга, обитающие к северо-западу от Шеки и Алазанской долины, и леки или лезгины к северу у вершин Кавказа.
жили и тогда там, где ныне, а за ними на северном склоне горы на прилегающей к ним долине, может быть и до Кубани, полагали жилища амазонок. Если даже принять гелов, как принимают иные, за лесных жителей, то и тогда местоположение не изменится. Ибо Сильвы Плиния обитали только ниже или южнее Лезгин и Кистов, да и на северной стороне Кавказа народы, занимавшие лесные горы, могли быть названы гелами. Финский вестник. Учено-литературный журнал. Том 9. 1846 год. Диодор Сицилийский говорит, что после того остатки амазонского народа исчезли в Темискир. Но Страбон, уроженец каппадокийского города Амазии, соседного Темискири, утверждает, что они удалились в глубину Кавказа и поселились смежно с легами и гелами, то есть с лезгинами и теми галаями или галгаями-кистами, которые обитают по реке Оса, вливающейся в Сунжу. Следственно, амазонки выдворились на Заурском пути или в Саурматии. И тут древнейшее имя их припоминается Птолемеем, византийцами и Моисеем Хоринским, который зовет амазонов Амазун, лезгин легами и гелов хилаями, ставя последних поблизости Казба, то есть Кавказской горы Казбека.